Во Владикавказе прошел конкурс военных поваров. В кулинарном искусстве соревновались участники из Северной Осетии, гости из Дагестана, Кабардино-Балкарии и других республик. По итогам 2 дней жюри определит победителей. Они отправятся на соревнования Южного военного округа в рамках международных армейских игр. Георгий Гасиев продолжит. Рядовой Ефим Деминов, победитель первого этапа от Моздокской разведывательной бригады. На конкурсе готовил одно из армейских блюд – гороховый суп, а на второе – азу из говядины. Он показал не только свои кулинарные навыки, но и уровень физической подготовки. У нас бригада подготовлена очень хорошо в плане физического, и поэтому для нас это не составило труда. Мы получили с моим товарищем отличный зачет быстрее, хорошо проверили, и физическую подготовку точно так же отлично. Любовь Токазова связала свою жизнь с вооруженными силами 18 лет назад. Женщина мастерски владеет не только оружием. Сегодня на площадке чемпионата она виртуозно справлялась с приготовлением остинских пирогов. Это одно из обязательных условий конкурса. Остинские пироги у нас часто бывают. Мы делаем по любым праздникам, когда бывает хорошие поводы, на день рождения. У нас бывают частые праздники. Такие пироги бывают у нас и с картошкой, и с капустой, и с яблоком. Разные пироги мы делаем, но в основном всем нравятся остинские пироги. А вот рядовой Магомедов из 163-й мотострелковой бригады вместе со своей командой готовят борщ. Блюдо должно получиться не только вкусным, но и выглядеть аппетитно. При этом ограничений по времени у участников нет. Помогают командам повара-профессионалы. Первый день конкурса участники готовят в вполне приемлемых условиях на большой просторной кухне и с большим рационом продуктов. Но уже завтра им придется соревноваться в условиях полевой кухни. Список продуктов, из которых участникам предстоит готовить блюда в полевых условиях, они узнают лишь завтра. По итогам 2 дней жюри определит победителей. Они отправятся на соревнования Южного военного округа в рамках международных армейских игр. Георгий Гасиев, Владимир Кокоев, Новости Осетии.